Новые миграционные правила в Кыргызстане стали серьезным вызовом для тысяч иностранных студентов. Как они справляются с новыми требованиями и бюрократическими сложностями? Давайте вместе послушаем студентов. Да, мы подаем все документы. Прежде всего, когда мы подаем на визу, нам нужно зарегистрировать все документы, такие как паспорт, в визовом отделе нашего университета. Не совсем. Университет оформляет нам визу, но в частности легального проживания появились некоторые изменения. Например, теперь для подачи на визу нам нужно предоставлять нотариально заверенное соглашение или справку о месте жительства. В остальном почти ничего не изменилось. Да, у меня то же самое. Я думаю, что для студентов, которые живут в квартирах, им нужно получать договор от владельцев. Но это несложно, поэтому легализоваться в стране довольно просто и удобно. Это не проблема. Я думаю, главная проблема – это получить договор от владельцев квартир, потому что они часто бывают в отъездах и не очень охотно идут на контакт. А в остальном все нормально. Да, по новым правилам я подал на регистрацию в прошлом месяце. Это было легко, никаких трудностей не возникло. Визу я продлеваю каждый год, так что изменений в визовой политике не было. Но лучше приезжать сюда легально, потому что тогда намного проще решать все вопросы. В целом трудностей не было, и сейчас процесс стал проще, чем раньше. Иностранцам хорошо приезжать сюда, чтобы познакомиться с новой культурой, с новыми людьми. Это очень полезно для нас, тех, кто приехал из других стран и живет здесь вместе с кыргызами. Для нас это что-то новое и очень ценное. Вопросы миграции – это проверка не только для приезжих, но и показатель того, насколько страна на деле готова быть гостеприимной. Гульнура Салиева, оператор Улук Курманбеков, репортер KG. Оставайтесь на волне событий.